Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе «Благовещение Пресвятой Богородицы» в Сухумском кафедральном соборе прошла божественная литургия. Избраны судьи разных уровней. Сегодня продолжилось заседание сессии парламента. Ученые подвели итоги. В Академии наук состоялось годичное отчетное собрание. Верующие всего мира отмечали великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. По случаю праздника в Сухумском кафедральном соборе прошла божественная литургия, которую возглавил управляющий Абхазской православной церковью иерей Виссарион. Один из главных праздников в календаре православных – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают явление Девы Марии архангела Гавриила с благой вестью о том, что именно ей суждено родить обещанного Богом Спасителя Иисуса Христа. Точных данных, когда именно Гавриил явился Марии, в церковной истории не осталось, поэтому решено было отмечать Благовещение ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. Традиция отмечать Благовещение как праздник сначала распространилась в Византии, к VII веку укоренилась в Риме. Чуть позже праздник начали отмечать и на Руси. По словам отца Виссариона, великий праздник Благовещения имеет для всего православного народа особое значение. День радостный, день такой день, который дает нам возможность жить в благочестии и чистоте. А жить в благочестии и чистоте – это значит жить с Богом, соединиться с Богом и знать Священное Писание. Сегодняшний день, он благое для всего рода человеческого, благовещание. Вот это благовещание через ангелов, которое было в адрес Богородицы, она приняла, будет по слову Твоему. Дай Бог, чтобы мы все научились жить по Слову Божьему. Сегодня в соборе прошла праздничная служба. Сотни прихожан стоя прослушали праздничную литургию. Многие приходили в храм с детьми. Верующие зажигали свечи и, поставив их перед святыми ликами, возносили молитвы. Мы здесь все православные, поэтому для нас праздник такой же, как и для всех православных. Благовещение – третий по значению праздник после Пасхи и Рождества Христова. Его отмечают во время Страстной недели. Это последнее испытание для верующих, которое они должны преодолеть перед святым праздником Пасхой. Для тех, кто держит пост в честь праздника, в этот день делается послабление. Дозволяется есть рыбу. Считается, что в этот день нужно отложить мирские дела, сходить в храм и посвятить себя благим делам. Сарья Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Продолжилось заседание сессии парламента, на котором депутаты проголосовали за избрание судей разных уровней. На заседании сессии Народного собрания парламента страны утвержден ряд постановлений об избрании на должности судей в суды разных инстанций. Утверждены постановления об избрании на должность председателя суда Сухумского района Романа Кулбая, на должность председателя суда города Сухум Бейла Хасая, на должность судьи Верховного суда страны Генри Гамисони, на должность судьи арбитражного суда Камы Джопа, на должность судьи Гагарского районного суда Мэри Мукба, на должность судьи Гулерибского районного суда Игоря Гумава, на должность судьи Верховного суда страны Рауля Пачули, на должность судьи суда города Сухум Инара Кварчи, на должность судьи военного суда страны Шаруана Смыр, на должность судьи Верховного суда страны Мимоза Цужба, на должность судьи суда города Сухум Зарины Габиевой. Рената Шака, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Ученые подвели итоги своей работы. Отчетное собрание Академии наук Абхазии состоялось в конференц-зале Кабинета министров. В нем приняли участие президент Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габня, вице-премьер Артур Миквабия, первый вице-премьер Шамиль Адзенба, министры, депутаты парламента, научное сообщество страны. Участники расширенного собрания говорили как о нынешнем состоянии абхазской науки, перспективах, так и о проблемах в этой сфере. Зал был полон. На стендах иллюстраций достижения ученых. Особо привлекают внимание интересные открытия, которые удалось сделать в прошедшем году. Над ними ученые, конечно же, трудились несколько лет. Множество изданных книг, новейшие разработки и доклады по научной тематике были представлены общественности. Ученые поприветствовали главного гостя собрания, президента страны. Представители научной элиты, аспиранты, преподаватели вузов, а также студенты участвовали в годовом отчетном собрании Академии наук Абхазии. Открывая собрание, президент Академии наук Зураб Джапур рассказал о достижениях и проблемах науки
научного сообщества. По его мнению, без поддержки науки со стороны государства не будет развития в этой сфере. Но, по его словам, в последнее время ситуация в этом плане стала меняться к лучшему. Помощь руководства страны в этом важном вопросе весьма ощутима. Государству необходимо поддерживать развитие высоких технологий, если оно заинтересовано в перспективах своего будущего. Но оно, государство, не должно вмешиваться в науку в том смысле, чтобы определять те направления научных исследований, которыми занимаются ученые. Отношения власти и науки становятся продуктивными тогда, когда наука имеет широкую поддержку государства, когда она является производительной силой общества. Президент страны Рауль Хаджимба подписал устав Академии наук, над которым работали ведущие научные специалисты. Состояние национальной науки, подобно барометру, отражает этап развития государства. Рауль Хаджимба согласен с учеными в том, что наука должна стать одним из приоритетных направлений деятельности государства. Развитие экономики и других направлений, обеспечивающих функционирование государства, невозможно без участия ученых, молодых научных кадров, считает глава государства. Внедрение грантовой системы поощрения наиболее важных научных исследований и изобретений. В этом вопросе между парламентом и правительством достигнуто взаимопонимание. И в дальнейшем надо изыскивать дополнительные источники для того, чтобы наши ученые реально ощутили постоянную заботу государства. Уверен, что с улучшением экономической ситуации в стране Академия наук и подведомственные ей институты получат значительную поддержку для укрепления их материально-технических возможностей. Нам необходимо предпринять конкретные шаги по усилению научно-технических контактов с нашим стратегическим союзником Российской Федерации в соответствии с новым договором. Вместе с тем, как отметил академик-секретарь Сергей Бебия, за прошедший год институтами решены все вопросы в соответствии с тематическим планом, утвержденным Академией наук. Он рассказал о вкладе в науку ученых, подготовивших и издавших серьезные научные труды, монографии и статьи. Ученым Анна удалось выполнить в отчетном году серьезную разноплановую работу, внести свой вклад в развитие отечественной науки, внедрить ряд разработок. Многие ученые и руководители непосредственно участвовали в выполнении научно-исследовательских работ. Были осуществлены публикации научных работ, редактирование научных трудов, руководство диссертационными работами и оппонирование. Велась планомерная подготовительная работа, преподавательская работа. Ученые Абхазии принимали участие в республиканских международных научных форумах по разным направлениям науки, выступали с докладами, активно участвовали в общественно-политической жизни страны. Ученые считают, что роль Академии наук нужно усилить. Необходимо начать развивать исследования по фундаментальным наукам. На собрании Лёси Кайба был вновь утвержден в должности директора Института сельского хозяйства. Сима Аргун, Ильдар Дамиров, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Спикер Абхазии Валерий Бганба поздравил с днем рождения председателя Совета Федерации России Валентину Матвиенко. В Абхазии ценят ваш политический авторитет, искренность и высокую ответственность за будущность своей страны. Хотел бы подтвердить заинтересованность в дальнейшем укреплении абхазо-российского межпарламентского взаимодействия, говорится в поздравительной телеграмме. В Кабардино-Балкарии успешно функционирует Абхазский национальный культурный центр. Он был создан в 2013 году после подписания договора о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между Кабардино-Балкарским аграрным университетом имени Кокова и Абхазским государственным университетом. Абхазский национальный культурный центр в Кабардино-Балкарии призван укреплять сложившиеся культурные и научные связи. Вспоминая те дни открытия Национального культурного центра и все мероприятия, которые предвосхищали открытие центра в Нальчике, я не могу не отметить имена известных в Абхазии общественных деятелей, представителей интеллигенции, как Тимур Дыдзария, известный художник абхазский, и декана биологического факультета Абхазского госуниверситета Марину Гогуа. Они
оказали неоценимую просто помощь в подготовке и в открытии этого национального культурного центра. Для реализации наших общих проектов и безусловного успеха мы считаем целесообразным открытие такого национального культурного центра Кабардино-Балкарии здесь, в Сухуми, именно в Абхазии. Хочу отметить, что представительство центра в Кабардино-Балкарии, Абхазского национального культурного центра, находится в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете. Мы дорожим отношениями, которые сложились между Абхазией и Кабардино-Балкарией. Нас очень радует, конечно, открытие этого центра. Первый день мы присутствовали там, мы очень радовались, мы видели такие теплые отношения со студентами из Абхазии, которые учатся, и сами там, где учатся кабардинцы, балкарцы. Но все это дружно, это все-таки мы показываем этническое лицо, самосознание, развитие, сохранность языка. В ближайшее время, например, отмечается везде в мире, где живут наши народы, Абхазия, Адиги, День адигского флага. 25 апреля, 3 часа, музей боевой славы имени Арзумбы будет такой праздник, День адигского флага. До этого мы планируем 21 апреля 2 часа в Абхазском государственном университете в актовом зале провести этот день, более приблизиться, показать то, что есть, о хабзе, о танцах, об инструментах, вообще история возникновения адигского флага. Абхаз адига хепкитр, дунеим денеш ама, денеш псома, мамырыгу, зеквашныга, дуней даху, гуфа горкоду насып, ино قريت أبغض تحمس الله. Атынчра, агубзера, анасып, фимаза. Это был. Состоялось первое заседание нового состава Ткварчалского районного собрания. Председателем собрания Ткварчалского района избран Дамир Гарзолия. В Сухумских округах 21 и 23 повторные выборы в органы местного самоуправления состоятся 29 мая. Об этом сообщил председатель избиркома Аслан Дочи. Он напомнил, что из-за низкой явки избирателей выборы в этих округах были признаны несостоявшимися. Регистрация инициативных групп и избирательных объединений по выдвижению кандидатов в депутаты по этим двум округам начнется 19 апреля и завершится 8 мая, сообщает Апснапресс. 8 апреля в столице республики проводится общегородской субботник. Администрация города Сухум призывает всех жителей столицы, работников предприятий и организаций, а также школьников и студентов принять в нем активное участие. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 8-10, днем 22-24 градуса, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.